У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Дзесна – гарадок на Міёршчыне з багатай гісторыяй і маляўнічымі краявідамі. Як жыве самы малы горад Беларусі, у якім накірунку развіваецца, дзе працуюць яго жыхары, як забяспечваюцца сацыяльныя стандарты ў гэтым населеным пункце. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. У Дзесне сёння пражываюць амаль 1500 чалавек. Міёрскі раён адзіны на Віцебшчыне, на тэрыторыі якога, акрамя райцэнтра, ёсць яшчэ адзін горад. Район у нас сельскохозяйственный. Но в связи с строительством завода, с его вводом, я думаю, что он попадет в разряд промышленного района. А Десна – это маленький уютный город, где можно будет отдохнуть. И для людей, которые хотят самореализоваться, самоутвердиться и развить свое производство, можно здесь будет начать свою работу. Больших промышленных предприятий в таком уникальном месте на слиянии двух рек здесь не будет. Но как развитие, как туристический город, как развитие туризма, наверное, в первую очередь это будет Десна. Именно маленькие производства здесь развиваются. Это, в основном это услуги и торговля. Вот из тех предприятий, которые здесь у нас работают, индивидуальные предприниматели, порядка 40% занимаются услугами, все остальные – это торговля. У Дзесне пражываюць 750 чалавек працаздольнага ўзросту, занятыя яны ў розных сферах. На территории нашего города сегодня функционируют, осуществляют свою деятельность 28 организаций. Какие это организации? Это и Диснинская средняя школа, и Диснинский детский сад, Диснинская больница, Диснинская поликлиника, пожарно-аварийно-спасательный пост Мёрского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, Диснинский дом ремесел, музыкальная школа, филиал Мёрского центра детей и молодежи, отделение круглосуточного пребывания для пожилых граждан и инвалидов и так далее, и другие организации. Что касается производственной сферы, то производственная сфера представлена организациями государственным лесохозяйственным учреждением Диснинский лесхоз, представлена ЛПДС Десна унитарного предприятия Западтранснефтепродукт, представлена организациями швейным цехом коммунального унитарного предприятия Витебчанка, Диснинским участком унитарного предприятия ЖКХ Мёрского района и другими организациями. На территории нашего города на сегодняшний день функционируют 15 торговых объектов, осуществляют свою деятельность 18 индивидуальных предпринимателей, 2 из которых были зарегистрированы в этом году, и 12 частных предприятий, одно из которых также было зарегистрировано в этом году. У наваколлі Дзесны шмат лясоў, таму з імі звязана праца многіх мясцовых жыхароў. Да прыкладу, каля 80 працоўных месцаў дае размешчаная тут дзяржаўная лесагаспадарчая установа «Дзеснінскі лясгас». Ахоплівае тэрыторыю лясных фондаў больш за 100 000 гектараў. З лесам звязана і мясцовае прыватнае прадпрыемства, на якім займаюцца перапрацоўкай драўніны і атрыманнем піламатэрыялу. Тут, на вытворчасці, занятыя каля 10 чалавек. У Дзесне ўжо некалькі дзясяткаў гадоў працуе філіал аднаго з буйных віцебскіх швейных прадпрыемстваў. Праўда, раней вытворчасць тут была куды больш масавай, працавалі нават у 2 змены. Сёння 3 дзясяткі швачак прыходзяць сюды на працу, але звязана гэта не з недахопам заказаў, а з дэфіцытам працоўных ресурсаў. У нас на производстве работает 21 швея, в принципе, совместные по Десне. Раньше было 35 швей вроде. Еще по школе, когда я училась, мама моя работала, здесь было вообще 2 смены. Простоя давным-давно не было, поэтому заказы есть, приходится работать и в выходные дни, поскольку не успеваем. В данный момент мы прошиваем военную форму, брюки зимние. Сама ткань грубая, за счет этого тяжеловато прошивать. Тяжело, это тяжелая работа. Кажется, что вроде легкая промышленность, не настолько легко. Паколькі Дзесна невялікі горад, на яго распаўсюджваецца дзейнасць шэрагу законаў, якія прадугледжваюць ільготы для вядзення бізнесу на тэрыторыі малых населеных пунктаў. Прелесть развития на маленьких территориях о том, что сегодня государство дает налоговые льготы. 345 указ, 7 декрет. И этим правом воспользовались уже 7 человек и занялись производством на территории города Десна. Поэтому
всех желающих мы можем оказывать конституционную помощь. Отдел экономики работает в этом направлении. Сегодня Деснинский горисполком работает в этом направлении. Ну, сегодня одним из перспективных направлений работы горисполкома является вовлечение наших граждан в реализацию указа президента номер 337 о регулировании деятельности физических лиц. На сегодняшний день, с момента действия указа на территории нашего города воспользовались своим правом по реализации этого указа 8 человек, которые оказывают населению различные виды услуг. Это и ремонт и пошив одежды, это и парикмахерские услуги, это и компьютерные услуги, это и репетиторские услуги, это сельскохозяйственные услуги и многое-многое другое. Конечно, этот указ был своевременным для нашего небольшого города, и наша сегодня задача стоит в том, чтобы максимально проинформировать наше население о всех пунктах реализации этого указа и максимально вовлечь наше население вот в эту деятельность. Лідія Урбанчук давно марила працаваць на сябе, і вось не так давно яе мара спраўдзілася. В нашем городе уже давно ничего не было такого. Нужны были такие услуги. Вот, зарплаты там поменьше на прежней работе стали. Вот, хотелось бы. Да и так я уже как-то давно к этому шла, чтобы что-то вот такое свое. Помещение подвернулось, и условия такие приемлемые. Небольшая плата за аренду. Клиенты есть, работы хватает. Шью и ремонтирую, но больше ремонта. Тут приходится больше ремонта. Мне больше нравится на ремонте. Все свое. Где-то с фабрики, где-то что-то распродавалось, подешевле взяла. А это свое все, такие бытовые, хорошие машины. Развіццё прыватнай ініцыятывы і самазанятасць жыхароў дапамагаюць у тым ліку і вырашаць праблему пустуючых будынкаў. За 2018 год вовлечено в хозяйственный оборот 3 пустующих здания на территории города. В этом году также вовлечено в хозяйственный оборот 3 пустующих здания. В частности, бывшее здание КБО сегодня сдается в аренду для мастерской по ремонту и пошиву одежды. Сдается в аренду под строительный магазин, который также открылся в этом году. В этом году вовлечено в хозяйственный оборот бывшее здание кафе «Двина», которое работает по этой же специализации. Там осуществляются услуги общественному питанию, то есть и другие здания, которые сегодня стараемся ввести ту работу, чтобы максимально вовлекать в оборот пустующее здание. Гісторыя Дзесны бярэ пачатак ад невялікай крэпасці, заснаванай полацкімі крывічамі ў пачатку 11 стагоддзя. За 10 стагоддзяў горад перажываў розныя падзеі, але адна з самых трагічных звязана з вялікай айчыннай вайной. До войны население нашего города насчитывало порядка 10 тысяч человек, порядка 5 тысяч из которых были граждане еврейской национальности. Когда началась Великая Отечественная война, к сожалению, не все смогли уехать, убежать из города. Город практически сразу был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, и на территории города было создано еврейское гетто. 14 июня 1942 года в этом месте расстреляно было 3800 человек. Расстрел производился в течение одних суток, буквально с 5 часов утра и до глубокой ночи. После Великой Отечественной войны, к сожалению, численность города так и не восстановилась, и на протяжении послевоенных лет варьировало где-то от 2 до 2,5 тысяч человек. Якасць жыцця людзей у многім вызначае выкананне сацыяльных стандартаў у пэўным населеным пункце. Адзін з найбольш важных – даступнасць медыцынскага абслугоўвання. У Дзесне знаходзіцца бальніца сястрынскага догляду. У ёй працуюць больш за 70 чалавек. Установа ўключае паліклініку на 150 наведванняў у змену, тэрапеўтычнае аддзяленне на 17 ложкаў, а таксама непасрэдна аддзяленне сястрынскага догляду на 40 месцаў. Дарэчы, яно адзінае на Міёршчыне, таму пацыенты тут з усяго раёна. В нашей поликлиническом отделении можно пройти обследование, записать электрокардиограмму, сделать лабораторное обследование. И так как работают врачи общей практики, в общем-то, квалифицированную медицинскую помощь
наши врачи оказывают. При необходимости мы госпитализируем своих пациентов в терапевтическое отделение. Ну и если нуждаются в оказании вот такой социальной помощи, то госпитализируем в отделение сестринского ухода. 4000 мы обслуживаем население, а если в ночное время мы еще участок Язнинской больницы обслуживаем, поэтому около 6000 населения вот обслуживаем. Один раз в месяц выезд узких специалистов непосредственно к нам в больницу осуществляется. Если что-то не справляемся, более сложные вопросы, понятно, что если это и санитарный транспорт, вот, при необходимости транспортируем Мёрскую ЦРБ. Праца медыка карпатлівая і адказная, а ў гарадку, дзе ўсе аднаго ведаюць з дзяцінства, адказная ўдвая. Я сюда приехала работать вместе с мужем в 1987 году, поэтому мы работаем здесь уже 32 года в Десне. Есть, конечно, определенные моменты, которые, естественно, наверное, накладывают отпечаток в работе, потому что практически всех знаем. Тем более прожившие уже 32 года. Всех знаем от мала до велика. Вот. Поэтому, наверное, чувствуешь большую ответственность перед своими людьми. Ну и, конечно, я всегда учу свой коллектив относиться к людям с вниманием. Ответственность огромная, потому что все кругом как родные, как свои. Чаго не хапае самому невялікаму гораду Беларусі? Адказаць на гэта пытанне мы папрасілі выпадковых мінакоў на вуліцах Десны. Ну, город выживающий. Конечно, внимание, я считаю так, на него не очень много обращают районные власти, но считают, что пенсионеры тут выживайте как хотите. Вот у нас, допустим, больница, знаете, она находится очень далеко. Трудно добраться. Но для молодежи, может, тут их мало, нет у нас рабочих мест, молодежь не остается. Ну, короче говоря, так, слава богу, живем. Работы молодежи нет. Ну, одна тут, наверное, проблема тут. Город хороший, чистый. Ну и воздух хороший у нас. Можно отдыхать. Речка, лес. Работа есть, зарплата своевременная. В магазинах все, что нам надо, мы можем купить. Город чистый, аккуратный, маленький, небольшой, поэтому нас все устраивает. Работа есть, в школе работаем учителем. Деток хватает, детки умненькие, хорошенькие. Наверное, немножко не хватает инфраструктуры, торговли маловато. А так в целом ничего, у нас очень красивая природа, очень люблю свой городочек. А якія праблемы патрабуюць першачарговага вырашэння і якія найбліжэйшыя перспектывы развіцця Десны, мы пацікавіліся у кіраўніка горада. На сегодняшний день порядка 30 человек стоят на очереди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В следующем году запланировано строительство 9-квартирного жилого дома. Конечно, это недостаточно для продвижения очереди на жилье. Запланирован проект по строительству водообеспечения и водоотведения нашего жилого поселка. На сегодняшний день автономность подачи воды, к сожалению, отсутствует. В поселке, которое в следующем году запланировано подведение воды и водоотведения, проживает порядка 500 человек. Конечно, и финансовые проблемы они есть, безусловно, какие-то рабочие моменты они всегда есть, и трудоустройство, и работа, и так далее. Ну, понимаете, сегодня многое зависит и от нас. Уметь правильно работать и показывать те результаты, которые ждут от тебя люди. Вот это, наверное, самое главное для руководителя самого маленького города нашей страны. У кожнага гутка нашай краіны ёсць свой непаўторны каларыт. Па старажытнай Десне можна вывучаць гісторыю Беларусі. Тут захавалася шмат гістарычных помнікаў. А маляўнічыя краявіды рэк і лясоў нават позняй восенню прывабліваюць сваёй прыгажосцю, і можна ўпэўнена сцвярджаць, што Десна – гэта тое месца, дзе варта пабываць. На сайце тэлерадыёкампаніі Віцебск vtv.by можна знайсці ўсе выпускі нашай праграмы. На электронны адрас дасылайце вашы прапановы і пытанні службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!